Насколько необходима вакцинация на сегодняшний день от такого тяжелого заболевания, как полиомиелит, и каковы последствия отказа от прививки? Круглый стол, посвященный такому опасному недугу, собрал в Назрановской администрации депутатский корпус, представителей Минздрава, Роспотребнадзора. Это очень и очень серьезно. Очень и очень серьезно. Поэтому мы, в принципе, каждую неделю будем этот вопрос ставить на совещаниях и уделим ему очень серьезное внимание, чтобы мы достучались до людей и люди привили своих детей. Выработанная в советское время плановая иммунизация давала стране сильный коллективный иммунитет, поэтому вспышек таких острых инфекций не было, информирует заместитель руководителя Роспотребнадзора региона Майя Целоева. А массовый отказ от прививок, наблюдающийся в последние годы, может спровоцировать возникновение эпидемий тех болезней, которые все уже давно позабыли. На сегодняшний день в республике у нас регистрируются случаи острых вялых параличей, и все случаи, которые у нас зарегистрированы, они зарегистрированы у непривитых детей. И люди стали выезжать за пределы нашей республики. У нас уже в детской клинической больнице города Москвы находится 4 человека. Это уже инвалиды. Чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо привить до 95% населения. Для этого в регионе провели двухэтапную иммунизацию для детей от 3 месяцев до 10 лет. Она проходила с конца февраля до апреля этого года. Параллельно медики также разговаривали с родителями. Самая частая причина, по которой не хотят прививать своего ребенка, ненадлежащие сроки хранения вакцины. В любое время они могут прийти посмотреть условия хранения этой вакцины. Те бригады, которые выходят на дом, делают вакцинацию. Есть специальные термоконтейнеры, сумки. Никогда раньше таких условий же не было. Помимо этого, даже вот на этапе завоза этой вакцины, если у нас не соблюдаются условия хранения вакцины, эту вакцину они в РЦХВ даже не разгружают. От полиомиелита нет лекарства. Лечение заболевания симптоматическое. Болеть им могут и взрослые, но тяжелее всего приходится детям. Кроме инвалидизации ребенка, полиовирус провоцирует и другие опасные заболевания, отмечают на встрече. Стойкий необратимый паралич возникает, и в результате могут быть деформации нижних конечностей, как последствия данного заболевания. Значит, полиомиелит, он также опасен другими осложнениями. Это может быть и пневмония, ателектазы легких, интерстициальный миокардит, иногда развивается острое расширение желудка, тяжелые желудочно-кишечные расстройства с кровотечением, язвами и проводением. Любая инфекция может перейти в тяжелую форму, а в худшем случае привести к летальному исходу. Поэтому участники встречи призывают родителей подумать о здоровье своего ребенка и своевременно провакцинироваться от опасного недуга. Работа будет усилена и очень серьезно усилена, потому что это и поручение главы и правительства, поэтому мы будем и агитацию кратно увеличивать, и проверки увеличивать, и частных садиков, и частных школ, и всех учреждений, где находится население под риском. На улицах города также появятся информационные баннеры о значимости вакцинации. Также в мэрии намерены привлечь к этому вопросу религиозных деятелей. На совещании отмечают, любая инфекция может перейти в тяжелую форму, и родителям стоит задуматься, стоит ли отказ от прививки здоровья ребенка. Дана Плиева, Хамзат Халухаев, Новости 24.